Казалось бы, что общего между Новоафонской пещерой, Рицинским национальным парком и рыбоперерабатывающими предприятиями республики? Всех их объединяет то, что они являются крупными налогоплательщиками. Кроме того, их деятельность напрямую связана с экологией. К проблемам экологии в последнее время приковано особое внимание. Вокруг рыбоперерабатывающих предприятий в эти дни возникло немало разговоров, а туристические объекты в этом году посетило рекордное число туристов. Как эти процессы влияют на состояние окружающей среды республики и что делается, чтобы сохранить природные богатства Абхазии, мы поговорим сегодня с заместителем председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурманом Соломко. Мурман Утарович, здравствуйте. В этом году туристический сезон оказался наиболее удачным. Как мы знаем, Новоафонскую пещеру посетило около 500 тысяч туристов. И я хотела бы вам предложить посмотреть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. Туризм – один из главных составляющих экономики Абхазии. При этом всего два объекта – Новоафонская пещера и Рицинский заповедник – являются самыми крупными и вносят в бюджет наибольшую прибыль. Прошлый год, по словам директора Гевисмыр, был не только рекордным по посещаемости, но и испытанием возможностей комплекса. Объем гостей, которые приняла пещера, дала нам, возможность оценить ситуации, наши возможности Афона принимать такое количество народу. Посетило 384 тысячи человек. Объем, если переводить на финансы, объем 190 миллионов рублей. Это уникальное природное образование открыто для посещения туристами каждый день с мая по октябрь. В остальное время пещера работает 3 раза в неделю. В разгар курортного сезона каждые 20 минут отправляются экскурсионные поезда вглубь полости. Количество туристов этим летом порой достигало 4000 человек в день. Время незаметно пролетело. Вообще 1,5 часа незаметно. Сама эта сталактиты, да, интересно. Какие озера эти глубокие, смотрели туда, очень понравилось. Еще посетим, еще приедем. Пещера является объектом республиканского значения, приносящей ежегодно государству большую прибыль. Стоимость билета в пещеру 500 рублей. Доходы от их продажи перечисляются в казну. 1/5 остается в районном бюджете. Максимальное количество туристов в день не должно превышать 3000 человек, иначе может быть нарушен микроклимат внутри полости. Еще один наиболее крупный курортный объект в Абхазии – Рицинский национальный парк. Заповедник территорией 390 квадратных километров расположен в горной местности. Живописная природа поражает красотой не только приезжих. К такой красоте не могут привыкнуть даже местные. Редкие растения, особый климат, красота природы – все это привлекает сюда тысячи туристов. В этом году заповедник посетило более 500 тысяч туристов. По ситуации в мире можно прогнозировать приток еще большего количества туристов в будущем году. Как вы думаете, как все это может сказаться на экологии нашей страны? Конечно же, этот процесс нужно регулировать. Если говорить о посещении Рицинского национального парка и нашей пещеры легендарной, и есть рекомендации ученых, и обязательно нужно проводить исследования и давать рекомендации допустимой нормы посещения этих объектов. Это все нужно изучать, исследовать и подвязать все к научному такому подходу. А вы как-то следите, наблюдаете за этими процессами? Может быть, сотрудничаете с Министерством по курортам и туризму в этой сфере? Мы сотрудничаем с самими объектами и с Новоафонской пещерой. Там есть у них эколог, и есть у нас институт экологии, научно-исследовательский институт экологии. И мы сами имеем информацию о состоянии, допустим, по пещере, там, если какие-то изменения происходят, ведь эксплуатация пещеры не только внутри, но и на территории вокруг пещеры, также нужно следить за ее эксплуатацией территории вокруг пещеры. Излишний выпас скота, допустим, там вырубка какая-то или строительство каких-то больших зданий, сооружений, дорог, это тоже влияет на состояние пещеры, поэтому за этим, за всем следят. Следим мы, следит сама администрация пещеры, благо того, что там люди профессиональные, знают свое дело и относятся к этому, к своей работе очень даже профессионально.
Скажите, пожалуйста, существуют, конечно же, определенные проблемы в области экологии, и ваш комитет как раз создан для того, чтобы на них реагировать. Какие документы, законодательные акты служат для вас опорой? Законы есть, и мы их используем в своей работе. Есть все ставки, как людей призывать к этому закону, допустим, в окружающей среде те или иные нарушения. Обязательно, если мы знаем, кто это сделал, как это сделано, при каких обстоятельствах, пишется протокол. Есть административные нарушения. Если это превышает нормы административных нарушений, то это уголовное дело открывается, и, конечно же, люди несут за это наказание, нарушители. Есть закон об особо охраняемых территориях, что облегчает нашу работу по этим объектам, по особо охраняемым территориям. Так что всем необходимое мы оснащены и работаем. А какие законы конкретно? Есть вот закон, который регулирует вашу деятельность? У нас есть положение, согласно которого мы и работаем. И в положении прописано наши обязанности, что мы имеем право, и мы используем наше положение. А они сопряжены, в свою очередь, с законодательством Республики Абхазия в той или иной сфере, с административным законодательством, с уголовным правом и остальным, смотря в какой части было сделано нарушение. Поэтому все это как бы поставлено на уровень, используется, и мы работаем. Природные ресурсы исчерпаемы, и чтобы как-то вот регулировать эту деятельность, нужно устанавливать определенные квоты, ограничения, и об этом говорят и ваши коллеги. Я сейчас предлагаю посмотреть комментарии сотрудников Академии наук. Когда речь идет или о количестве туристов, которые приходят на тот или иной объект, будь то это Новоафонская пещера или Рицинский реликтовый национальный парк, или же это сбросы или выбросы в окружающую среду заводами и предприятиями, во всем существует понятие норматива. То есть все это должно быть нормировано. Нагрузка на окружающую среду должна быть нормирована. И если она не нормирована, рано или поздно наступает критическая ситуация, когда это все начинает проявляться. Поэтому самое главное, что сегодня сделать необходимо в нормативном законодательном порядке, это определить нормы, нагрузки на окружающую среду, какими бы они ни были. Ваше мнение по поводу этого комментария? Все правильно. Должны быть разработаны нормативные документы. К сожалению, мы сегодня пользуемся нормативными документами, так называемые санпины, еще советского образца. Санитарно-эпидемиологические подходы, это необходимо, конечно же, нормировать это все, сделать нормы. И все должно быть, все правильно. Я согласен с высказыванием Романа Саидовича, все должно быть именно так. Новоафонская пещера, Рицинский национальный парк и рыбоперерабатывающие предприятия являются не только самыми значительными объектами в республике, но они и крупные налогоплательщики. И в этом смысле они для государства очень важны. И я хотела бы вам предложить посмотреть комментарий сотрудников налоговой по поводу поступлений, которые они внесли в бюджет в этом году. Конкретно по Рицинскому национальному парку поступило за прошлый год почти 31 миллион рублей налоговых платежей. А по Новоафонской пещере 37 с небольшим миллионов рублей. В сумме это составляет 67 миллионов рублей. А если взять все налоговые платежи, это будет около 3%. Что касается рыбоперерабатывающих предприятий, у нас функционирует 4 предприятия. В целом выручка по этим 4 предприятиям составила около 1 миллиарда рублей. Заплатили они всех налогов, которые они должны были заплатить, включая там и таможенную пошлину, и плату за водные биоресурсы и тому подобное, 111,5 миллиона рублей. Это 4,6% от тех налоговых поступлений, которые поступили в бюджет в 2015 году. Мы увидели, какую лепту они вносят в бюджет, значительную. Да.
Но при этом вокруг некоторых из них, например, рыбоперерабатывающих предприятий, в последнее время возникло немало разговоров. Наши коллеги даже сняли материал и своими глазами увидели, как на берегу валяется портящаяся рыба, мертвая рыба. И с чем это связано? Нарушают ли нормы переработки эти предприятия? Или вообще откуда эта рыба взялась? Я так думаю, что сегодня наши инспектора занимаются этим вопросом, откуда взялась эта рыба. Но по опыту работы, по опыту своей работы, я предполагаю, что при перегрузке хамцы в бункера переработки завода произошел некий где-то выброс этой рыбы в воде, очевидно, и потом море выбросило его. Сами заводы никак не могут выбросить какой-то излишек рыбы, поскольку им это очень тяжело дается добыть эту рыбу, и они перерабатывают всю рыбу, которая к ним попадает. Выброса из завода это никак не может быть. Это какой-то аварийный может быть выброс рыбы, может быть из самого сейнера как-то она попала туда. Бывает всякое. За этим же следят экологи, чтобы этого не происходило. К сожалению, мы на каждое судно рыбодобывающее не можем посадить человека, чтобы следил за всем тем, что там происходит. Но в этом нам помогают российские пограничники. Они оснащены хорошо, и мы тесно сотрудничаем с ними. Сегодня разбираются с этим вот фактом. Я думаю, к вечеру у нас будет уже какой-то результат. Рыбоперерабатывающие заводы не могут не иметь запаха вообще. Да, вот, кстати, про запах тоже хотела я у вас спросить. Не могут они не иметь, поскольку рыба имеет свой специфический запах, и они ни одну и ни две рыбешки там перерабатывают. Когда приходит на завод 20-30 тонн рыбы, и это все вот идет по транспортеру, она, конечно же, издает запах. Когда ее начинают перерабатывать, запах, в цехе стоит запах жареной рыбы. Но много запаха жареной рыбы или сырой рыбы, это становится неприятным, это дискомфортно. Но, к сожалению, это есть. С этим как-то нужно бороться. Мы предлагаем свои какие-то видения по этому вопросу. Сами предприятия тоже не сидят сложа руки. Те предприятия, которые в Ачимчирском районе, они раньше чуть начали свою деятельность, они с каждым годом совершенствуют. К чему это приведет, будем смотреть, наблюдать, останавливать заводы, если они будут излишне такие вот непозволительные для населения. Человек, не участвующий в этой рыбной путине, житель того района, он имеет право дышать чистым воздухом, и ему это как бы дискомфортно все время слышать запах рыбы жареной или свежей рыбы, и тем более еще хуже, когда она протухла где-то. А вообще можно ли заводы строить в черте города? Те заводы, которые у нас находятся в черте города Сухума, но предприниматели говорят, что на этом месте раньше были эти заводы. Если вот как по мне, как экологу или как экологи, так эти заводы должны быть за чертой города. Дело все в том, что подход к этим заводам еще должен быть, наверное, но это все стоит огромных денег. Есть, знаете, вот такая вот птицефабрика в центре Нью-Йорка. Она вообще никто не знает, она не издает никакого запаха и ничего. Хотя птицефабрика это является еще хуже, чем рыбодобывающая промышленность, рыбоперерабатывающая промышленность. Вот если к этому мы будем подходить вот так, тогда он имеет место быть везде. Маяк это удобная, логистически удобная для них, очевидно. Потому что сейнер, поймав рыбу, сразу к причальной стенке и сразу на завод. Вот всего лишь из-за этого, если говорить вот об этом вот так. Если они будут оснащены по последнему европейскому стандарту, они никакого дискомфорта не создадут. Перенести никто не собирается, потому что это большие деньги. Наверное, они поговаривают о том, что все же придется им выходить из черты города в какие-то другие. Они смотрят и рассматриваются такие вот проекты.
Я вам не могу сказать о том, что будет это или не будет, но мы будем от них требовать, чтобы, во всяком случае, будем требовать, чтобы было меньше запаха, грязи и все то, с чем сталкивается наше население негативным. Это было наиболее приемлемо, уменьшено, может быть, даже к нулю сведено. Вот выше вы говорили о том, что регулярно участвуете в рейдах с российскими пограничниками. Да. Вот я сама, кстати, была недавно участником одного из рейдов в качестве журналиста, и хочу вам предложить посмотреть материал, который мы там сняли. 20 транспортных и 16 рыболовецких судов зарегистрированы и работают в настоящее время в акватории Абхазии. За их деятельностью и соблюдением правил работы наблюдают соответствующие службы Абхазии и России. В целях выявления нарушителей правил рыболовства в акватории нашей республики регулярно проводятся рейды абхазских и российских пограничников совместно с экологами. Пограничники помимо паспортного контроля людей, находящихся на борту, осуществляют осмотр документации, разрешающей заниматься рыболовством. Это в первую очередь судовые журналы, документы, в которых фиксируется количество добытой хамсы. В водах Абхазии разрешается массовый промысел именно этого вида рыбы. Местные рыбные комбинаты берут в аренду турецкие сейнеры. На предприятиях рыба перерабатывается в сырье для экспорта в виде масла и муки. Рыбным предприятиям Госкомитет по экологии и охране природы выделяет специальные квоты на вылов, определяет место и время, где путина может осуществляться. Таким образом, экологи пытаются сохранить природный баланс. В настоящее время около 20 рыболовецких судов стоят в акватории Сухумской бухты. Они ждут очередной миграции хамсы. Путина, начавшаяся 20 декабря, будет завершена 31 марта. Этот рейд не выявил никаких нарушений. Все ли так гладко на самом деле? Всегда ли все так спокойно? На самом деле, вот сейчас хамса приближается к нашим рекам, при устьевой зоне наших рек. И там вода холоднее, потому что... Там идет корм, там вода, там корм идет, несет с воды наших рек, несут корм для хамсы, и они вот там начинают собираться, и сейнера начинают нарушать эту зону. Она ни в коем случае, в этой зоне нельзя добывать хамсу, для промысла закрыта. Приустьевые зоны наших рек закрыты для промысла. Это примерно 3-километровая зона, Кодора, Келасура, Алцги там и дальше, Бзипи. И вот такие нарушения сейчас участились. Несколько кораблей мы задержали российские пограничники, привели их к причальной стенге, но мы уже, их начинаем штрафовать, объяснять, разъяснять. И вот такая вот работа. А как вы можете объяснить то, что рыбкомбинаты вылавливают рыбу тоннами, а на рынке рыбы практически нет? Это процесс такой рыночных отношений. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему рыбы хамсы нет на рынке. Я не могу этого понять. Но рыбодобывающие предприятия обязались бесплатно отдавать эту хамсу на рынок. Тот, кто хочет ее реализовать, продать, взять, пожалуйста, они могут подойти туда и забирать. Я знаю, что когда сейнер подходит к причалам Сухума, Ачамчиры, люди приходят там, им дают бесплатно там, по килограмму, по 2, по 3 там, этой хамсы. А иная рыба тоже, наверное, ее дорого добывать. Это рыночные отношения. Это другой совсем процесс. Рынок, рыба, море, другие совершенно отношения, поэтому это как-то в другом виде нужно рассматривать. Мы знаем, что помимо хамсы запрещается промысел других видов рыбы. Как вы это отслеживаете? Вы же не можете за ними круглосуточно наблюдать. Наблюдаем за ними круглосуточно. Информация к нам постоянно, у нас штаб рыбной путины, постоянно туда приходит информация. Нас информируют российские моряки, нас информируют наши экологи региональные, то есть это Ачамчира, в основном это Ачамчирский район задействован. И в это время года в стадии хамсы иной рыбы нету. Добывается только хамса. И
вы, наверное, тоже слышали часто, что дно наше коверкается, портится, там трал, не трал. Совершенно неправда. Трал у нас запрещен. У нас пелагический трал кошельков не вот такой, как бы, и он на дно никак не опускается. Он поднимает рыбу, откачивает ее. Вот, там процесс, за этим нужно смотреть, этот процесс, как происходит промысел хамсы. А вот все вот такие вот разговоры, что наше дно там исковеркали там хищным образом, это неправда. А куда же девается, куда же другие рыбы деваются? Другая рыба, допустим, рыбаки сидят вот в Ачамчирах, да, любители рыбаки, ловят так называемую чуларку, кефалевую, там. Она сегодня есть, завтра нет. Даже если ее много, они ее ловят, да, вот как там в час 5-6 рыбин или еще больше, да, они все равно забывают об этом, вот сегодня рыбы нету. Но рыба мигрирует, сегодня она здесь, завтра там, рыба, как говорится, где лучше, там для нее она туда и приходит. Поэтому, может быть, вот этот промысел, да, большой промысел хамсы влияет на это как-то, но это тоже нужно исследовать, а говорить вот так, что вот помешало то, что вот хамсу черпают, и говорят о том, что иные виды рыб попадают в сеть, это неправда. Кстати, раз мы уже начали говорить о любительской рыбалке, вот многие рыбаки говорят, что из-за работы этих сейнеров турецких исчезла рыба. Это именно в этом они видят причину отсутствия рыбы. Возможно, это и так. Я не склонен с ними спорить. Есть любители рыбаки, которые всю жизнь сидят на берегу и ловят рыбу. Это как бы их хобби, их такой вот, их, будем говорить, такая красивая привычка. Дай Бог им здоровья, конечно же, но опять-таки, да, корабль шумит, двигателя шумят, он работает. Возможно, и это разгоняет рыбу, та, которая должна ловиться в прибрежных водах. Может быть, это и так, может, это не так, но биологический ресурс сегодня, да, наш биоресурс, это хамса. И путина, это как бы, она проходит в определенное время года. Там с 15 декабря по 31 марта. В прошлом году мы, допустим, путину закрыли чуть раньше, где-то в 20-х числах февраля, не дождавшись конца. Возможно, в этом году мы также поступим. Хотя недовольство рыбодобывающих компаний есть, но мы делаем это из-за того, что вот щадяще относиться ко всему этому. И сейчас я хочу вам предложить посмотреть небольшой опрос, традиционный для нашей передачи. Мы его провели среди рыбаков-любителей. И вот один из рыбаков, он более 20 лет занимается любительской рыбалкой. Что говорит по этому поводу? Послушай. Вот до войны было, после войны было неплохо с рыбалкой. А сейчас, извините, из года в год все хуже и хуже. Намного меньше стало рыбы. Ну, конечно, если еще турецкие корабли будут подходить, то тут ловить нечего будет скоро. Мешает, вот я говорю, сама природа. Во-первых, то, что никогда бесследка такой грязной не было, фактически. Или там стали лес валить, с этим, видимо, связано тоже. Ну, а потом, почему раньше была рыба? Тут чистили дно постоянно, подходило это. Земснаряд, для того, чтобы корабли подходили большие. И вот тогда и рыба была, и подкармливали побольше рыбу, из кораблей бросали, и все. Так что вот в этом и загвоздка вся фактически. Вот сколько причин он назвал. Да, что вы по этому поводу думаете? Он так, обиходно, будем говорить, назвал причины. До войны, после войны, как было реки, в каком состоянии наши, грязи много. Ну, бесследка, вы знаете, да, сегодня он назвал, и он имеет место быть. Это такая ситуация. Если мы сегодня говорим об экологии и о наших природных ресурсах, да, на самом деле, почему-то у людей такая вот психология выбросить какой-то мусор в реку. Река, мол, унесет. К сожалению, это имеет место быть. И от этого это нужно как-то пресекать, нужно с этим. Но у каждого, как говорится, куста не поставишь эколога.
это вот само общество должно для себя решить, как быть с этим. Вот вопрос утилизации мусора. Вот в прошлом как-то этот вопрос бурно обсуждался, и этот вопрос забыли. Сейчас как-то это актуально, эта тема? Этот вопрос не забыли, это всегда актуально. К великому сожалению, это очень дорогостоящее оборудование утилизации мусора и приведения его в какое-то соответствие. И постоянно думают об этом, и, очевидно, найдут в конце концов это решение, какое-то строительство каких-то мусороперерабатывающих заводов, как это будет выглядеть, что это постоянно решается, постоянно в этом направлении обдумывают всякие варианты. Но, к сожалению, пока это вот на таком уровне. На уровне разговоров, да? Да. Ну, оставим тему Хамсы. Я бы еще хотела поговорить еще об одной проблеме, об охоте. Вокруг этой темы тоже недавно разгорелись такие споры. Охотники требовали транзит через национальный парк Рицинский. Руководство заповедника запретило им это. И вот я сейчас хочу вам показать комментарий Риты Лолуа, директора заповедника. Что она по этому поводу думает, посмотрим. Не столько в парке охотятся, а хотят использовать эту дорогу, чтобы дойти до тех мест, до Гагарской, территории Гагарского района. Они хотят использовать это как транзит. Но вы понимаете, мы же не можем вот через КПП пропустить людей с оружием, с собаками. У нас нет стопроцентной уверенности, что человек где-то скажет, он поехал на Гагарскую территорию, за территорией Рицы, что он остановится и начнет там, как вам сказать, стрелять. Поэтому мы им предложили, есть сообщество охотников, сесть все вместе, значит, продумать вот механизмы. Значит, Рицинский парк должен заключить договор вот с охотничьим сообществом. И какие-то должны быть ответственность. Допустим, вдруг, если кто-то обнаружится, что нарушил они, все-таки он на территории Рицинского парка, тогда это сообщество будет нести какие-то административные или какие-то штрафные вещи перед парком. Мы должны это все, мы им сказали, мы должны это все обсудить. Но через КПП инспектора наши ни одного человека с ружьем и с собаками не пропустят. Поймите, это заповедная зона, особо охраняемая зона. Охота является традиционным видом деятельности для абхазов. Имели ли они какие-то вот обоснования, вот охотники? Претензии их обоснованы вообще? Да, не обоснованы, конечно же, претензии по отношению к Рицинскому национальному парку. В другом бы месте их никто не держит, они могут спокойно пройти, но закон по особо охраняемых природных территориях, да, не регламентирует вот такого вот, чтобы по национальному парку люди проходили с оружием, с собаками и шли на охоту. Это вообще не цивилизованная форма, вот, чтобы вот так вот обращаться. Дело все в том, что правильно отметила директор парка, что люди с оружием, ни один, ни два, ни три, они будут проходить на какую-то территорию сопредельную, да, с оружием. И там, тут еще собаками. Отдыхающие, туристы. Вообще вид самого национального парка будет моментально утерян. Так что ведут какие-то переговоры и пути выхода из этого кризиса, будем так говорить. Никто не запрещает охотиться. На самом деле это традиция абхазов, и она никому, никто не ущемляет эту традицию их, но охотиться в этих местах запрещено законом. В законе отдельно нельзя прописать вот дорогу для охотников по этому парку. Но нету такого. Мы говорили сегодня вот о различных проблемах. И, насколько мне известно, у нас штрафные санкции не такие большие. Поэтому браконьерам и нарушителям правил ничего особенного не грозит. Так ли это на самом деле? На самом деле, да, у нас, допустим, штрафные санкции выносятся в связи с нашей средней заработной платой. Она, как известно, у нас маленькая, но ущерб подсчитывается, однако же, не маленький. Если вот, к примеру, там срубил дерево какое-то, да, там размеры дерева, чем оно больше, чем оно, а если еще оно занесено в какую-то, оно срублено в парковой зоне или в лесной зоне, там не маленький ущерб считается, не щадящий абсолютно. По ущербу, если наказывает, а ущерб, если больше 3000 составил, да, это уголовное дело уже. Ну, какие-то примеры вот таких штрафных санкций можете нам привести?
Но вот сейчас навскидку за деревья мы штрафовали людей по 15 тысяч, и по 5 тысяч, и по 10 тысяч. Сейчас имена, фамилии некрасиво называют по телевидению, поскольку раскаялись люди уже как бы. И также в рыбной отрасли мы там, если штраф там 3000 рублей, а ущерб нанесенный, допустим, будет там 15-20 тысяч рублей, а то и больше, это проблемно становится для выплаты нарушившего закон человека. Так что эта вот статья ущерба действует, есть ставки, высчитываются ущербы, и это очень даже бьет по карману. В целом, как вы можете оценить экологическое состояние нашей республики, ваш прогноз на будущее? Если приток туристов будет увеличиваться с каждым годом, что может измениться? Может, конечно же, измениться, и к этому нужно быть готовым. Давление на природу будет высоко, конечно же. Туристы – это люди, это те, кто хочет посмотреть, с комфортом посмотреть. И поэтому нужно обустраивать свою страну для принятия такого количества туристов. Обустраивание, да, значит в том, что строить качественные дороги, строить качественные дома отдыха, строить туристические объекты качественные, оборудованные по всем правилам, дабы сохранить нашу природу. В ближайшем будущем, будет много туристов, конечно же, проблем намного создадут. И наша природа, конечно же, будет потихонечку, если выдержит этот натиск. Но нужно стремиться к тому, чтобы обустраивать все. Спасибо вам за беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили сегодня о проблемах экологии с заместителем председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурманом Соломко. С вами была Нала Мукба. До свидания.